Рассмотрение дела о тройном убийстве на набережной Махаджиров продолжается. По ходатайству стороны защиты в суд была вызвана свидетельница Валина Сангулия, соседка родителей подсудимого Эрика Чкадуа, проживающая в районе Учхоза. По утверждению свидетельницы, 22 ноября 2019 года она видела Эрика Чкадуа по соседству и беседовала с ним. По ее словам, разговор состоялся примерно в 14:30 и длился около 10-15 минут. Убийство на набережной Махаджиров произошло в тот же день в 14:40. С детьми прогуливаю еду, смотрю, это Эрик встречает, с гаража выходит. Вот. Я говорю: здрасте, здрасте. И спрашивает: ой, как дела? Я говорю: ничего. Я говорю: вот так. Что делаешь? И вот, говорит, собаку, говорит, я... Родителей нету. Я даже не знала, что их не было дома. Даже... Они в Москве, оказывается, он мне сказал, говорит, они в Москве на лечение, говорит, плохо было, на лечение поехали, там папе плохо, мама с ними поехала. Я, говорит, приехал сюда собаку кормить. А тут, говорит, нету корм. Мне пришлось, говорит, корм купить. Чуть-чуть осталось, говорит, корм вообще нету. Вот это разговоры у нас были. И все, минут 10, там 15 постояли с ним. На вопрос, откуда такая точность в воспоминаниях, свидетельница ответила, что воспитывает внуков, у которых свой график сна. В 2 часа просыпаются они. Это имеется в виду 12 часов днем? Днем, да. Они обед по-любому спят, но они с 12 спят у меня, потому что рано встаю. А после, когда они просыпаются, я их на прогулку. Они сразу кушать не сядут никогда. Кроме того, по словам свидетельницы, она запомнила дату, потому что ночью 21 ноября из машины ее сына украли аккумулятор. И об этом факте в беседе с Эриком Чкадуа она тоже рассказала. Я к нему подошла, по этому поводу тоже сказала. Я говорю: машина не ставь на улице, если родителей нету. У нас вот так ЧП получилось ночью. Кто-то появился, аккумулятор взял. Говорит, это, говорит, никто не тронет. Потому что, говорит, у меня, говорит, у вас, говорит, это не закрывается, а у нас, говорит, автоматически закрывается, не откроешь, говорит. Вот так. Потом за собаками разговаривали, больше ничего. Ладно, говорит, я много, говорит, поговорил, говорит, я домой поднимусь, говорит, я домой пошел, говорит, надо помыться. И все, я с детьми отошла и ушла, гуляла. По словам свидетельницы, после убийства к ним во двор приходили участковые, которые опрашивали соседей. Меня спрашивали, говорит, родители, когда последний раз видели, последний раз это видели. Да. Я говорю: а что случилось? Говорит: вот это убийство, говорит, вот их как-то... что-то подозревают или что-то. Я говорю: не может быть. О том, что вы Эрика в этот день вот видели, да, что он приходил с вами, разговаривал, вы кому-нибудь, ну, например, там, с соседям, ну, его маме, папе рассказывали об этом? А их не было. Ну, когда приехали они? Нет, я их не видела после. Ну, а кому-то из родственников, может, друзей, товарищей? Родственников нету там. Это одна семья живет. А вы не думали о том, что может, это важно будет эту информацию предоставить следствию, чтобы Эрика незаконно не обвиняли, не преследовали? Пускай важно будет то, что есть, то я и вам говорю. Вот со мной стоял человек в это время. Сторона защиты сообщила, что на судебное заседание были вызваны хирург республиканской больницы Чагава и заведующий отделением рентгенологии Берзения, однако они не явились. Далее адвокат защиты Автандил Чкадуа заявил ходатайство о признании недопустимыми доказательствами протоколов допроса свидетеля Зухраба Шинкау. Согласно ходатайству, административно арестованный Шинкау не мог быть допрошен без участия адвоката, и его показания также не могли быть депонированы. Будучи административно арестованным 27.11.19 года, Шинкау был доставлен в качестве был допрошен в качестве свидетеля по данному уголовного дела без участия адвоката. А 29 ноября того же года его показания были депонированы Сухумским городским судом, также без участия адвоката. Таким образом, показания Шинкау выполнены в нарушении норм уголовно-процессуального законодательства
и Кодекса Республики Абхазия о судопроизводстве по делам о административных правонарушениях и, по мнению защиты, в соответствии со статьей 75 УПК, являются недопустимым доказательством. Сторона гособвинения и адвокат потерпевших с ходатайством не согласились. Суд принял решение на позапрошлом судебном заседании об отказе в удовлетворении данного ходатайства по мотивам того, что при расследовании уголовного дела следователь и судья руководствуются исключительно уголовно-процессуальным законом, в котором нет ограничений для допросов подсудимого. Единственное, что добавилось, право на защиту. Изучив эти протокола, видно, что под каждым протоколом Шинкау ставит свою роспись. Это в качестве допроса свидетелей. И мы оглашали протоколы допроса в качестве депонирования. Здесь я также изучил эти допросы. Более того, здесь вот во втором депонировании вообще отсутствует сведения, знаний судьей о том, что адвокат ему требовался, он не предоставил. Решением судебной коллегии Верховного суда Республики ходатайство было оставлено без удовлетворения. Доводы защиты, изложенные в настоящем ходатайстве, были предметом рассмотрения судебной коллегии на судебном заседании 14 марта 2023 года. И по выводам суда они признаны несостоятельными. Настоящее ходатайство по сути и заявленным требованиям аналогично предыдущему ходатайству, и суду не представлено новых обстоятельств, ведущих к отнесению оспариваемых протоколов допроса к недопустимым доказательствам. Судебная коллегия не согласна с утверждением автора ходатайства о том, что Шинкау Зухраб Абдулович при допросах в качестве свидетеля не был ознакомлен с правами, предусмотренными статьей 56 Уголовно-процессуального кодекса, так как оспариваемые протоколы свидетельствуют об обратном. Вместе с тем, судебная коллегия также обращает внимание на то, что при принятии итогового решения судом будет произведена проверка и дана оценка всем собранным в рамках рассмотрения настоящего дела доказательства с точки зрения их относимости, допустимости, достоверности, а их совокупность, достаточности и убедительности для разрешения уголовного дела. Следующее заседание суда по делу о тройном убийстве на набережной Махаджиров состоится 11 апреля. Эсма Гуланзе, Алексей Агухава, Абхазское телевидение.